советской исторической литературе было принято разделять февральскую буржуазно-демократическую революцию и Великую Октябрьскую социалистическую революцию, в ходе которой произошел переход от капитализма к социализму. В 90-е годы с отказом от марксизма в нашей исторической литературе утверждается мысль о том, что февральские и мартовские события и октябрьские события являются этапами единого революционного процесса. В научный оборот вошло понятие «Великая Российская революция» 1917 года. И в соответствии с этой концепцией сегодня мы и рассматриваем революционные события. Причины и предпосылки революции 1917 года являются предметом острых дискуссий. Ну а импульсом к началу революционных событий в Петрограде становятся перебои с продовольствием, которые обострились в Петрограде в начале 1917 года. Снежные заносы, низкие температуры приводят к проблемам на железной дороге, и в Петрограде не хватает продовольствия. За хлебом выстраивались длинные очереди, хвосты, как их тогда называли. И, конечно, продовольственные проблемы прежде всего ударили по женской части общества. Поэтому именно 23 февраля, а по новому стилю это 8 марта, День международной солидарности женщин, женщины-работницы выходят на улицы Петрограда, выводят за собой мужчин, и с этих событий начинается беспорядки в Петрограде. Решающим днем революции становится 27 февраля. В этот день на сторону революционных рабочих переходят солдаты Петроградского военного гарнизона. В этот же день в Таврическом дворце сразу создаются Петросовет и Временный исполнительный комитет Государственной Думы. Николай II, узнав о том, что происходит в Петрограде, оставил ставку и выехал в столицу. Но по дороге его состав был остановлен, к нему прибывает делегация Государственной Думы, и Николай II 2 марта в 23 часа 40 минут подписывает акт об отречении от престола за себя и своего сына Алексея в пользу брата Михаила. Но и тот от власти отказался. Так произошло падение монархии в России. Было создано Временное правительство, которое возглавил князь Львов. Как же эти события отразились на Якутской области? А в Якутскую область, в силу ее удаленности, первые сведения о революции начинают поступать только в начале марта 1917 года. Главной силой, которая могла в Якутии принять и быстро реализовать идею революции, были, конечно, политически ссыльные. Накануне революции 1917 года в Якутии отбывали ссылку довольно видные деятели большевистской партии: Серго Орджоникидзе, Емельян Ярославский, Григорий Петровский. Весьма многочисленной была и эсеровская ссылка. Узнав о событиях в Петрограде, политически ссыльные 3 марта 1917 года распространяют информацию о революции среди горожан, и в тот же день создают революционный комитет. Но каких-то решительных действий для осуществления революции в Якутской области не потребовалось. Уже 4 марта 1917 года революционеры в Якутии создают Якутский комитет общественной безопасности, ЯКОБ. Такие комитеты в то время создавались по всей стране. Возглавил ЯКОБ Григорий Петровский. Мирным путем 5 марта 1917 года в 1:30 исполняющий обязанности губернатора Якутской области барон Тизенгаузен и полицмейстер Рубцов сложили с себя полномочия и передали власть революционным органам. Так, мирным путем осуществилась смена власти в Якутской области. С точки зрения Временного правительства, наиболее значимой политической фигурой, которая находилась в то время в Якутии, был Григорий Иванович Петровский. Большевик, член 4-й Государственной Думы. Именно его Временное правительство назначает 6 марта 1917 года якутским областным комиссаром. И тогда ЯКОБ возглавил меньшевик Григорий Охнянский. Возникла такая интересная, парадоксальная ситуация. В то время как в России большевики придут к власти только в октябре 1917 года, а Якутскую область уже в марте 1917 года возглавил большевик, в то время как посты областных, губернских, уездных комиссаров в России заняли в основном представители партии кадетов, либералы. У нас же сразу же большевик возглавляет Якутскую область, а Якутский комитет общественной безопасности возглавляет меньшевик Григорий Охнянский. Еще одной особенностью политической ситуации в Якутии было то, что большевики и меньшевики в Якутии действовали сообща в рамках единой социал-демократической организации до 1918 года. Итак, большевик и меньшевик
встают во главе Якутской области в период этих революционных событий. Февральская революция открыла широкие возможности для демократизации поэтической жизни. Население области вовлекается в политическую жизнь, проводятся политические митинги, собрания. Царило такое воодушевление в обществе, все ждали, что произойдет революционное обновление, страна пойдет по пути демократии, и ждали какого-то лучшего будущего. В Якутске 10 марта был отпразднован День русской революции, почтили память тех революционеров, которые погибли в революционной борьбе. 18 марта отмечается День Парижской коммуны, с поэтическими речами, лозунгами выступают ссыльные революционеры в Якутии. Активизируется и якутская национальная интеллигенция. Уже весной 1917 года во время съезда якутских и русских крестьян был создан поэтический союз «Свобода», а в июне 1917 года будет создана поэтическая партия якутской национальной интеллигенции, Якутский трудовой союз федералистов. Наиболее активными деятелями этой партии были такие лидеры национальной интеллигенции, как Василий Васильевич Никифоров, Гаврил Васильевич Ксенофонтов, Алексей Дмитриевич Широких и многие другие. Эта поэтическая партия станет в нашей области наиболее многочисленной. К 2018 году численность ее членов превысит 1000 человек. Представитель именно партии федералистов Гаврил Васильевич Ксенофонтов одержит и победу на выборах в учредительное собрание осенью 2017 года. Таким образом, все население области после февральских событий вовлекается в поэтическую жизнь. Создаются профессиональные союзы. Самые разнообразные ориентации – это и союз чернорабочих, союз паденщиц и прислуги, союз женского равноправия, союз домовладельцев. То есть практически все вовлекаются в вот эту общественную жизнь. Возникают очень интересные инициативы общественные. Активно действовал Якутский комитет общественной безопасности. При нем было создано около 20 различных комиссий. Они занимались приемом дел царской администрации, устройством жизни политических ссыльных. В Якутске сразу же был провозглашен 8-часовой рабочий день. Тут же в Якутске по инициативе политических ссыльных происходили различные поэтические собрания и митинги. И проходила подготовка к выборам в Якутскую городскую думу, которые пройдут в мае 2017 года. А также в это время в городе Якутске поэтически ссыльные задавали тон политической ситуации в области. И это очень интересная особенность, которая состояла в том, что меньшевики, эсеры, большевики оказались у власти в Якутской области уже в мартовские дни. В то время как поэтический вектор развития ситуации в России, он был связан с обратной ситуацией, когда в марте 2017 года к власти в России пришло правительство, состоящее из либералов, а в октябре 2017 года к власти приходят большевики. У нас же в области, наоборот, поэтический вектор располагается совершенно по-другому. Уже в мартовские дни у власти оказался большевик, а к осени 2017 года у власти в Якутской области оказываются более умеренные элементы – эсеры и федералисты. Интересной особенностью поэтической ситуации Якутии становится то, что политсыльные находились у власти, конечно, не так долго. Уже в 20-х числах мая 2017 года с началом навигации поэтические ссыльные в основной массе своей покидают Якутскую область, но при этом нужно отметить, что большевики здесь, в Якутии, оказали определенное влияние на часть якутской учащейся молодежи, вовлекли и приобщили к марксистским идеям таких политических деятелей, как Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Аюнский, многие другие. Это те молодые революционеры, которые вовлекаются именно большевиками в революционное движение в Якутии. Это те люди, которые будут участвовать в установлении советской власти в Якутии, те люди, которые встанут у истоков якутской советской государственности к столетию
к которой мы тоже в республике готовимся. Так что большевики, уезжая из Якутии, конечно, оставили здесь сторонников марксистских идей, которые будут впоследствии эти идеи реализовывать в Якутской области. Таким образом, февральско-мартовские дни в Якутской области, как и по всей России, произошла смена политической власти. Мирным путем была отстранена от власти царская администрация, сформировались революционные органы власти. Областным комиссаром становится Григорий Петровский, был создан Якутский комитет общественной безопасности, и началось осуществление революционных преобразований. Конечно, больших революционных перемен сильные революционеры в Якутии осуществить не успели, но тем не менее был придан импульс тем революционным преобразованиям, которые начались в результате февральской революции. Ну а установление советской власти в Якутии, она тоже имела, конечно, свои особенности. Это был затянувшийся процесс, и только летом 2018 года в Якутии будет установлена советская власть. И, конечно, события, последовавшие осенью 2017 года, весной и летом 2018 года, должны стать предметом отдельного, особого разговора, потому что сегодня мы революцию 2017 года рассматриваем именно как единый революционный процесс, включающий в себя февральско-мартовские и октябрьские события. В год столетия Российской революции 1917 года огромный интерес вызывают те события, которые происходили 100 лет назад и в России, и особенно в Якутии. И в нашей республике будет проводиться целый ряд мероприятий, посвященных осмыслению этих поэтических событий. Наш исторический факультет Северо-Восточного федерального университета будет проводить ряд конференций, дискуссий, во время которых, я думаю, мы будем обсуждать причины, предпосылки революции 1917 года и значимость событий 1917 года для жизни всей нашей страны и нашей республики в частности. Безусловно, падение монархии в России в 1917 году стало важнейшей вехой в истории нашей страны, а установление советской власти предопределило ход истории нашей страны, нашей республики в 20 веке. Поэтому, безусловно, изучение и осмысление событий 1917 года сегодня имеет огромное значение. И мне бы хотелось призвать всех наших студентов, школьников изучать и исследовать события 1917 года, потому что в них все еще есть много нового, интересного и много предметов для дискуссий.